Холостой тренаж, привычное для биатлонистов упражнение, формирует правильное прицеливание, учит работать с дыханием. Дальше основная часть тренировки. За день только на лыжероллерах спортсмены проходят 40 километров. Но при температуре плюс 25. Каждый километр как за два. Мы обычно стараемся все тренировки делать сейчас на этом сборе во второй-третьей зоне, а в такую жару очень тяжело держать пульс, потому что сразу давление восстанавливается плохо, у кого-то вообще пульс сам по себе высокий и тяжело довольно. Кроме лыжероллеров и работы на стрельбище, есть еще и беговая подготовка. За время сбора биатлонисты намотали больше 400 километров каждый. Но со всеми нагрузками наша сборная справилась, подводят итоги тренеры. Спортивный июль прошел продуктивно. Основная задача тренировочного сбора – это повышение физической готовности, выносливости и техники, улучшение прохождения дистанции и улучшение техники обработки стрельбой. Впрочем, не только июль, весь 2018 оказался плодотворным для наших спортсменов. Биатлон наравне с лыжными гонками, плаванием, боксом и спортивной борьбой признали базовым видом спорта для Коми. Это дает нам возможность получать федеральное финансирование, улучшить качественную подготовку спортсменов, сделать большую работу по привлечению наших муниципальных районов по развитию биатлона в республике, чтобы тех территорий, где развивается лыжный спорт, и развивался еще и биатлон. Уже на следующей неделе наша сборная выезжает на летний чемпионат России по биатлону. Дальше начнется подготовка к привычному зимнему режиму. Задачи на новый сезон вполне подъемные, говорят тренеры. Зацепиться за первую десятку сильнейших стреляющих лыжников страны. Виктория Палкина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.